Поначалу было все хорошо, но он, когда вот выпит, вот заметно было, что он агрессивно становится. Мужчина имел право, как он считает, делать с женщиной то, что он хочет. Наступил на руку и по животу, ударил 3-4 раза. Чувствовала животный страх, дикий страх в те моменты. Вот, на мой взгляд, все вопросы, связанные с насилием, они как раз-таки заключены в том, как воспитан человек. Я вас уверяю, что не пройдет и буквально месяца, как она найдет себе точно такого. И мама говорит: помирись. Я помирилась обратно с ним. Моя история началась в 2004 году. Я не могу сказать, что я замуж вышла по большой любви. Любви такого не было. Мне было на тот момент 16 лет. Моему мужу было на тот момент 32 года. Я знать его, конечно, знала, но как у нас в Абхазии бывает, раз понравилось, значит забираем. Родители, конечно, искали 2 дня, приехали за мной. Когда родители подошли, спросили, остаюсь ли я или ухожу, я ответила своему отцу, я сказала: я ухожу с вами. И тут начинается драка, начинается скандал. Отвели моего отца, говорят, что 2 дня они не просто так прошли, мне уже смысла нету забирать. И тут отец мой говорит: все, выходим все, она остается здесь. Так я и осталась. Сначала было все хорошо, но он, когда вот выпит, заметно было, что он агрессивно становится. Ну, как бы там тетя где-то что-то, когда он начинал, она его успокаивала. Тут проходит время, я забеременела, отремонтировала дом, переехали уже отдельно. Вот когда мы переехали отдельно, вот тогда вот все и началось. Аҭаацәараҿы амчахар хәара апроблема иаартны алацәажәара ииашам ҳәа рыԥхьаӡоит. Уи ҭаацәашәала ирыӡбаша зҵаароуп ҳәа агәаанагара рымоуп ҳауаажәлар. Убри аан апроблема аҭыӡшәақәа рыдагьы иахылҿиаар алшоит ауаҩшьрақәеи аҽшьрақәеи. Иара иахьа ҳазлацәажәо азҵаара иҭбаау темоуп, аха хаҭала ҳазааҭгылар сҭахуп аҳәса рганахьала ахацәа амч рхы ианадырхо атәы. Поначалу он ревновал. Даже мог бы приревновать к родному младшему брату, там, к дяде, там, к соседу, не так поздоровалась. В один прекрасный вечер он говорит: я ухожу с друзьями, там по работе нужно поехать. Я говорю: ночью поздно, я боюсь, в деревне, там поблизости никого нету. Ну, как бы постаралась, чтобы он не уехал. В ответ я получила пощечину первый раз на 8-м месяце беременности. Поначалу это мой первый минус, я не говорила об этом очень долго. Родила ребенка, родился у нас сын, вроде бы обрадовался. Я слишком много времени, видите ли, начала уделять ребенку. В доме никого нету, мы одни живем, ни свекрови, никого. Начал ревновать даже к ребенку. Все делала я сама, конечно, ребенок. Тут он так вот исчезал. На неделю, там, на 2 дня, на 3 дня. Спрошу, почему, как, обратно унижение, то пощечину получу, то ударит. Забеременела во 2-й раз. И он уехал как бы на работу. Не было человека, вот как сегодня помню, 2 месяца и 4 дня. Ну, уже даже нечем питаться, кормить ребенка, там, тетя помогает, где-то что-то, ну. Думаю, раз работает, позвонила начальству. Он говорит, он 20 дней как уехал, нету его здесь. И тут на 2-й день он заявляется, налетает на меня пьяный. Первый удар, я чуть сознание не потеряла. Я упала на пол, наступил на руку и по животу, ударил 3-4 раза и в лицо ногами. Выбил мне зуб. Тут крик мой услышала соседка, подбежала, ударила его стулом, подбежал друг его, который сидел возле калитки в машине, ждал его. Я кое-как захожу в приемное отделение.
на осмотр, чтобы переодеться, и у меня на глазах плод прям целый в оболочке прям падает. Я эту картину я никогда в жизни не забуду. Эту боль я, наверное, у меня с души никогда не уйдет. Ну, они увидели то, что там губа в прорезе, там синяки. Спросили, я ответил на то, что я упала с лестницы со второго этажа. Тут тетя моя говорит, так больше не может продолжаться. Что это такое? Это не первый раз. Соседка рассказала им, что не первый раз. Она много чего скрывает от вас. Вот, приехали к нам, к нему домой же, выписалась, приехали родители. Мама говорит, да, бывает, там, надо потерпеть, но у него не было семьи, там, наверное, ты тоже что-то сказала, раз он так сделал. И как бы поговорили, сказали, так, остаешься, никуда не уходишь, сейчас не будем мужиков сталкивать, надо ради ребенка. Всякое бывает, от этого разводиться даже не вздумай, мама мне сказала, но я ее послушалась, осталась. И тут началось еще хуже, через дней 15-16. Унизительные такие слова, там, твоя мама даже тебя не забрала, я больше не буду работать, кормить вас. И тут время чуть-чуть проходит, и обратно же он меня избивает так, он мне поломал ребро, как это сложно все вспоминать. Пока лежала в больнице, пока пришла в себя, пока вылечилась, выздоровела. И папа мой приехал, говорит, все, я дочку забираю, пусть будет дома, я больше внука забираю, чтобы я тебя больше не видел. Тут проходит месяца полтора, у родителей живу, приезжает обратно со своим братом. Говорит брат его, я за него возьмусь, больше такое не повторится. Мама говорит, сколько ты будешь жить, так нельзя. Когда девочка в разводе, это очень плохо. И мама говорит, помирись. Я помирилась обратно с ним. Уже таких сильных побоев не было, но были избиения. Я в один прекрасный день просто взяла своего ребенка, даже не поехала ни к родителям, ни к родным, никому. Приехала в Сухум к своей крестной матери. Нашла квартиру, сняла, устроилась на работу. Не перестал преследовать, унижал, приходил на работу. В один прекрасный вечер нас развозили. Налетает на меня, как я хочу сесть в служебку, налетает прямо перед всеми, начинает за волосы таскать меня. Тут женщины, коллеги не дали, там толкнули, где-то тут начальство тоже внутри они были. Спасибо им большое, они быстренько меня отобрали у него. И одна из моих коллег позвонила в милицию. Забрали его, и как бы после этого он перестал как бы руки поднимать, преследовать по работе, там, где снимаю, где живу. Уажәтәи аамҭазы закәанла Аԥсны аҳәсарзинқәа маҷӡам. Дара ирымоуп алшара, аусура, алхрақәа рҽалархәра, иара убас иреиҳаӡоу аҳәынҭқарратә маҵзурахьы анеира. Аха аус шакәугьы иара амч ахархәара апроблема шыҟоу иаанхоит. Иара апроблема амҽхак зеиԥшроу еилылкааит Ирина Тураа. Лара дблогеруп, асоциалтә ҳа Инстаграм аҿы уажәы ааигәа имҩаԥылгеит ишиашоу ицо аефир. Уи ашьҭахь лара хәышәҩык идырзынаԥшуа аҳәса лара лышҟа ашәҟәқәа нарышьҭит. В теме домашнего насилия мы перешли так, что был эфир по феминизму, а феминизм включает в себя очень-очень-очень много аспектов. Ну и мне стали писать люди, женщины в основном, о ущемлениях их прав. Ну и так вышло, что в основном, просто в 90% случаев их права ущемляются именно в связи с насилием в семье, с бытовым насилием, домашним насилием. Это касается и психологического насилия, физического насилия. Многие просто не различают, что над ними совершается акт насилия
они считают, что так и должно быть. После этого после темы про феминизм они задумались над тем, что действительно они тоже в этой категории жертв. И очень много было историй именно абхазок, женщин, которые говорили о том, что если я кому-то расскажу, это отразится на нашей семье, на моих детях, потому что они учатся в школе, их там начнут на них тыкать пальцем, и мой муж уважаемый человек, пойдут по городу всякие разговоры, и, ну, вы знаете, реалии нашего общества, естественно, не хотелось бы, чтобы проблемы семьи вот имели вот такой вот резонанс, и они выходили за рамки дома. И просто часто мы слышим, что там деньги, авторитет в обществе и прочее — это такие инструменты для того, чтобы мужчина имел право, как он считает, делать с женщиной то, что он хочет, и об этом никто не узнает, потому что она просто не сможет это озвучить из-за того, что пхащароб. И вот пхащароб тоже очень часто фигурировала в сообщениях, и я считаю, что это действительно идеологическая проблема, которая сегодня есть у нас в стране. Ари адыратыразы материал айзгара саналага социал пхакорджи аапхера астейт ауадайра козмо ахса адыра сыртарц азым. Аха умаша избаз атакарзо ялагит ахачаги. Дара ари астара ахсырышка архара яшамха ирыпхадзойт. Ласыласы атачара курджи иқалуатыцрака ахса ишырхаруату азгуартун ахача. Уй Ругана гарарыцы юршойт тайнуска теускор министра ихо психолог цвеге. Но есть такая категория представительниц слабого пола, которые используют психологический вид насилия и всячески провоцируют мужчин, зная, к чему это приведет. И такую женщину назвать абсолютно жертвой, естественно, нельзя. То есть это одна из форм зависимого поведения. То есть они зависят друг от друга в какой-то степени. Поэтому мы рассматриваем вот такую пару, как людей, которым необходима помощь психолога, возможно, психиатра и последующая реабилитация. Потому что, убрав от этой женщины, допустим, мужа, который ее избивает, грубо говоря, да, даже совсем его изолировав или там, не дай бог, там, допустим, с ним что-либо там трагическое произошло, я вас уверяю, что не пройдет и буквально месяца, как она найдет себе точно такого. К сожалению, этот закон, который муссируется с 2013 года, он находится все в разработке, в каких-то вот таких воздушных замках в перспективе. Этого закона нету. И если бы был этот закон, я думаю, жизни многих женщин, судьбы многих женщин, конечно, удалось бы спасти, потому что они чувствовали бы защищенность, а их агрессоры, которые, собственно говоря, из-за чего все это получается, они бы чувствовали наказуемость. А это как замкнутый круг. То есть он услышал где-то, что сосед, побил, избил, ну ничего страшного, полежала в больнице. Ну а почему я не могу это сделать? То есть вот это ощущение безнаказанности и приводит к такому порочному замкнутому кругу. Но были же случаи, когда все-таки мужчин, когда дело уже до побоев доходило, привлекали какой-то ответственности. Было. Как потом их? Они успокаиваются, вот как бы по практике? Вот какое наказание? Максимум 15 суток. И то, из этих мужчин, ну, из 10, может, один их отсидит, эти 15 суток, а остальные все, естественно, выйдут, потому что есть родственники, потому что попросят, и они выйдут на свободу и будут, опять-таки, вернуться в дом к своей жене с еще большей агрессией по отношению к ней. То есть это не исправительная мера 15 суток. Да, дело в том, что, понимаете, 15 суток нет как таковых. То есть это я вам сказала образно, это единичные случаи, просто которых можно по пальцам посчитать, когда вот эти вот агрессоры отбывали эти 15 суток. Но не отбывают они, ну единичные просто случаи. В основном они выходят или на следующий день, или в этот же день, понимаете. Вот я что, то есть не действуют. Даже если вызвать правоохранительные органы, они не знают, что с этим делать. Ну, сейчас немножечко все-таки ситуация меняется в лучшую сторону. Все-таки. Мы под каким живем мнением? Потому что это вот дела внутрисемейные, и мы не имеем права вмешиваться. Разбирайтесь сами. Понимаете? Вот какой подход у нас. Но сейчас ситуация все-таки чуть-чуть проясняется. Аԥсҭазаара иаҳнарбоит аҳәса ргана хьаақәа ӷәыра еиҳа ишырацәоу. Ҳдырраҭара аҽалархәра иақәшаҳаҭхаз аҳәса рхаҿсахьа шәҳарбар рҭахымхеит. Избанзар рхацәа ирыцәшәоит, иара убас ауаа ирҳәозеишь ҳәа иазхәыцуеит. Аматериал аизгара саналагоз исызцәырҵуан азҵаарақәа. Избан раԥхьаӡа ахаҵа инапы анышьҭих, аԥҳәыс закәҿылымҭи.
избан инапы ашьҭыхразы азин зилҭои ҳәа. Урҭ азҵаарақәа шәаргьы ишәызцәырҵуазар акәхап. Вы откликнулись на мой призыв помочь найти людей с такими историями. Расскажите, что у вас за история? Я вышла замуж в 24 года, и с будущим супругом нас познакомили общие друзья. После того, как мы поженились и стали жить уже вместе, через какое-то время... Первый для меня звоночек был, он тогда не воспринимался как звоночек, но первый момент был, когда произошло какое-то на бытовой почве ссора, как это бывает у всех. Он сорвался на мат, на крик и мат. И для меня тогда это было диким шоком, потому что я выросла в семье, где не употреблялся мат никогда. Это было диким шоком. Мне казалось, что моя жизнь просто разрушилась. Сколько времени прошло, как вы в браке? В течение первого года. Основные проблемы возникли после того, как у него умер отец, и после похорон я узнала о том, что... то есть я обнаружила его в достаточно неадекватном состоянии, и поскольку я учась в институте, в университете, сталкивалась с людьми наркозависимыми, увидев его в таком состоянии, я опешила. Через какое-то время, в общем, узнала от родственников о том, что в прошлом он имел такую проблему, но достаточно большой период он не употреблял, больше 8 лет. И вот смерть отца вызвала у него такой срыв. Это вошло в систему, это начало сопровождаться отсутствием взаимопонимания, нормального, естественно, адекватного общения. А поводом что могло быть для такой агрессии? Или это было просто без какого-то повода? Мои вопросы, или мои какие-то желания это пресечь, то есть попытки как-то воздействовать словесно. Есть мужчины, которые иногда из ревности ведут себя так агрессивно по отношению к женщинам. Таких не было моментов? Нет, ревности у нас не было. У нас в дальнейшем, то есть сначала это было просто в форме того, что возникла разрозненность в отношениях. А уже позже, когда произошло замещение наркотиков на алкоголь, замещение алкоголем, оно гораздо губительнее и хуже влияет. То есть человек напивался буквально с 2 стаканов, дальше начинал буянить, начинал достаточно неадекватно себя вести, потом он, допустим, засыпал, просыпался и начинались ломки. На тот момент он потерял уже работу, и я, будучи единственным держателем финансов в семье, у меня начинал требовать деньги, чтобы пойти выпить. Сначала умолять, плакать, объяснять, что ему плохо и что ему это надо, потом начинать уже применять насилие физическое, поднимал руку, обижал. Дошло даже до того, что один раз с ножом кинулся. Пришлось выскочить посреди ночи, посреди зимы в подъезд, что-то на себя накинула, закрыть дверь и позвонить подруге, которая жила неподалеку. Сейчас уже вы этот этап пережили и можете говорить о том, что вы тогда чувствовали? Я чувствовала животный страх, дикий страх в те моменты. Потом, когда проходило его такое состояние, он начинал извиняться, он сожалел обо всем, ему самому было морально это очень тяжело, больно, плохо, он пытался всячески от этого не говорить об этом, не думать, попытаться избавиться от этого состояния. Мне становилось его, соответственно, жалко. Я понимала, что это болезненное состояние, что это надо лечить. Я занималась, в общем-то, этим. Почему после первого раза женщины не уходят, продолжают это терпеть? В моем случае это было чувство ответственности какой-то. То есть, мы не чужие люди друг другу, мы создали семью. Это как психологи называют, синдром Бога. То есть попытаться спасти человека, помочь, сделать что-то для этого. То есть это были и медикаментозные вариации, и воздействие родственников с его стороны.
есть же семьи, в которых дети страдают, да, этим. Мгм. Ну, не выбросишь же ты своего ребенка. А страх остаться одной? В моем случае не было, хотя я понимаю, что у многих женщин в таких ситуациях именно этот страх присутствует. В моем случае этого не было, потому что, ну, во-первых, я всегда знала, что у меня есть за моей спиной семья, которую я оградила. Я не дала им знать об этом, я не хотела, чтобы они по этому поводу переживали. Но я понимала, что в случае какой-то критической ситуации у меня есть эта спина, и мне есть всегда куда уйти и вернуться, и за мной встанут, меня не оставят в этой беде. Это первый момент. А второй момент, я стояла на ногах очень твердо, я зарабатывала, у меня не одно образование, и я не была зависима финансово. Ҳара ҳазыӡырҩыз аԥҳәыс занааҭ лымоуп, аус луеит, лхы аныҟәгара заҭагылазаашьа лымоуп. Аха иҟоуп уи аҩыза алшара змамгьы, рхы аныҟәгара ахьрыламшо аҟынтә, дара рҭагылазаашьа рыуацәагьы ирарҳәаӡом. Сколько ад продолжался вот этот в браке? Ну, он был перманентный, как бы там были периоды выздоровления какого-то. Ну, в целом этот брак у меня продлился чуть больше 5 лет. Что повлияло на то, чтобы окончательно расторгнуть эти отношения? В моей ситуации меня еще спасало, назовем это так, отсутствие детей. У нас не сложилась история с детьми. Я понимаю, что многих женщин в этой ситуации дети тоже удерживают. Хотя я считаю очень четко, что дети не должны расти ни в каких подобных отношениях, когда в семье нет мира, порядка, доброжелательности. Друзья, подруги меня постоянно, в общем, пытались спасти из этого состояния. Ну и я, в общем-то, в какой-то момент поняла, что нет, я не справлюсь. Доходила, в общем, до очень тяжелых деталей и с ним самим, и в его отношении ко мне. Поэтому, ну, набралась, в общем-то, в какой-то момент смелости и сказала, что если ты хочешь умереть, а это фактически дорога к смерти, то сделай это не рядом со мной. А вот первые дни после развода, какие были чувства у вас? Это было чувство вины, это было чувство, как отрезали по-живому, там, не знаю, руку, ногу. И я все, что могла, это просто молиться и просить Всевышнего о том, чтобы он дал ему силы и возможности встать на другой жизненный путь. После вот таких сложных отношений начинать новую жизнь, тем более еще раз вступать в брак, насколько это сложно было и как это вам удалось? При этом при всем все равно присутствовал страх. Страх возникал прям очень ярко пару раз, когда там наше застолье, да, там человек потамадовал, выпил там чуть больше, чем обычно. И вот это вот, когда я видела несколько раз его, прям за 10-12 лет, это было раза 3, может быть. Но вот чуть более опьяненное сознание, чем когда ты просто за обедом выпил пару бокалов. Это неадекватное состояние у меня вызывало дикий животный страх. Я готова была бежать, то есть я боялась, что может повториться. Но слава богу, во втором браке у меня уже подобных проблем не было, и счастливо прожили. Многие женщины в нашем обществе считают, что если что-то вот такое в семье происходит, то женщина не смогла найти подход к мужу, вот что-то надо терпеть. Терпеть не надо ничего категорически, всегда нужно разговаривать, высказывать свою, в нормальном состоянии, да, конечно, когда видишь, что человек немножко там разозлен или агрессивен, или расстроен, или какие-то проблемы, они у нас у всех есть. Это не только к мужчине относится, это и к женщине относится. Там, с детьми, когда мы общаемся, одно дело, когда мы проснулись, у нас все хорошо, и мы можем ребенка обнять, поцеловать, а другой момент, когда у нас какие-то проблемы на работе или еще что-то, и что в тот момент у нас внутри себя вызывает агрессивное состояние, и тогда мы на ребенка сорвемся, мы накричим, когда он будет там с чем-то к нам лезть. Все то же самое касается взрослых. Если видишь, что мужчина, твой муж, в данный конкретный момент что-то не так, конечно, не стоит начинать чем-то его давить, что-то там скандалить, требовать. Или можно переждать.
Что-то не нравится, ну окей, промолчи в данный момент, но обязательно потом обсуди, выскажи свое мнение и скажи, что тебе это не нравится. Безусловно, договариваться. Терпеть что-то постоянно нельзя ни в коем случае. Внутренне свободный человек, он никогда не будет себя подобным образом вести. Эта проблема есть и у женщины, и у мужчины, это не зависит от пола. Мы с вами беседуем, но вы не хотите, чтобы вас узнали наши слушатели, зрители. Почему это происходит, как вы думаете? Я много раз себе сама задавала этот вопрос. Я не готова внутренне заявлять об этом, рассказывать об этом вслух, не скрывая себя. Я еще не могу ответить на вопрос, что меня останавливает, но, возможно, не дозрела. Плюс я не совсем уверена, пока мне еще вот все истории, которые я на эту тему слышала, да, там публичные темы обсуждаются, много тема она поднимается. Я еще ни от одного человека не услышала действительно, что это поможет. Проецируя на себя, я понимаю, что мне бы не помогло. А что вы думаете, вот помогло бы женщине, которая сейчас такое состояние переживает? Тут два варианта, на мой взгляд. Либо кто-то близкий, родной, не знаю, важный человек для нее в жизни просто тупо возьмет ее за руку и оттуда заберет. И самое главное, защитит и оградит от того мужчины, который причиняет эту проблему. Это первый вариант. А второй вариант – расти самостоятельно внутри себя, мозгами, силой, и найти в себе силу воли. Аҳәса ласы-ласы ачҳара ду аадырԥшуеит, уи ибзианы ирдыруеит Аԥсны аҳәса рассоциациаҿы. Шықәсқәак раԥхьа уаҟа иҿкаан ауадаҩра иақәшәаз аҳәсеи аӡӷабцәеи рыцхырааразы амаҵзура. Ауадаҩра иақәшәаз уахь ҭелла иасыр рылшоит. Иара убас аԥсихологцәеи азиндырыҩцәеи рыцхыраара роур ҟалоит. За последние 4 года, вот как стал функционировать кризисный центр наш, обратилось более 350 женщин. Это по юридической практике, по психологической практике. Мы их ведем, то есть наш юрист и представляет их дела, и как-то сопровождает, если это необходимо. Вот, то есть около 350 обращений. Вот на сегодняшний день у нас около 6-7 таких активных клиенток, которых мы поддерживаем и ведем с ними связь. Бывает так, что женщина даже не говорит, как ее зовут, или представляется другим именем. А бывает так, что контакты никакие не оставляет, и мы не имеем права давить. То есть это желание, вот я хочу донести, что это желание непосредственно женщины, это ее воля прийти сюда. То есть не мы вмешиваемся, она приходит за нашей помощью. Есть такие случаи, которые мы узнаем потом, что она там представилась другой фамилией, или как ее зовут, не сказала, как ее зовут, ее истинное имя. То есть такое тоже есть. Поэтому тут уже вот, индивидуальные случаи. А те женщины, которые обращаются к нам за помощью, и видно, что это такая пролонгированная помощь, приходят раз, второй, раз, третий, конечно, мы с ними поддерживаем тесный контакт, и не обязательно в рабочее время, они звонят и так на телефон, на горячую линию, на личные номера наши, мы, конечно, их вот поддерживаем. Анна Таргашова араҟа психологс аус луеит ԥшьышықәса рыҩныҵҟа амаҵзурахьы ацхырааразы хышәи ҩынҩажәи жәаҩык аҳәса рыдҵаалахьеит. Шәҩык инарзынаԥшу ацхыраара роуеит. Амаҵзура аусуҩцәа ирҳәоит ари апроблема зыхҟьо аԥҳәыс лыкәша-мыкәша илыдгыло ахьыҟам ауп ҳәа. Вот есть такое выражение «мой дом, моя крепость». Действительно это так. Но для этих женщин дом становится не крепостью, становится адом, каждодневным адом. И здесь на первое место, конечно, выступают родственные связи, близкие связи, то есть родня должна стать рядом. И наши женщины приходят сюда потому, что их родня зачастую, я не говорю сейчас про всех, не становится рядом. Они, вот все истории, о которых вы слышали, о которых я вам рассказывала, это истории, когда родня становится тоже своего рода агрессором, она не принимает эту женщину, она не понимает ее проблем, и она говорит, что так нельзя, мы так воспитаны, нужно жить ради детей, понимаете, и тем самым просто калечат судьбы и жизни. Аԥсуаа ирҳәалоит, алабзиа аԥҳәыс илеишуам ҳәа. Уи иаанарԥшуеит аԥсуа культураҿы аԥҳәыс иҷыдоу аҭыԥ
шаанылкыло. Нарҭтәи аепос ҳгозар уаҟа иаарԥшу Саҭанеи-Гәашьеи Гәында-ԥшӡеи раҳаҭыр акыр иҳаракуп. Аха ус ишыҟоугьы ҳаԥсҭазаараҿы аҳәса рганахь ақәыӷәӷара џьбара ануԥыло маҷӡам. Ахьымӡӷ-хыхра аҳаҭыраз иҳараӡак аҳәса роуп ахара здырӡо. Иҟоуп ианҭадырхогьы. Rita! 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 Rita. Иҟалалоит нас ахҭысқәа абри аԥҳәыс аӡӷаб иакәым ҟалҵит ҳәа анырҳәо даныршьогьы ҟаларот, Иҟамлахьеуагьы ҟалахьеит. Абри нас аԥҳәыс алагьы леишӡом рымҳәои. Ирҳәоит аԥсҭҳәараҟны иҟоуп Ани мисалганы санааз уадақәа џьас иҩнан, даара ҳаҭыр зқәыз аԥсуа хаҵа иакәын. Нас уи хәыҷык леишәацәгьагьы иакәын. Анатолиом ихьыз сгәалашәом. Аҩны данааи иԥшәма хаҵагьы иақәикит ишеицыз. Ажәак мҳәаӡакәан абас инапы вон ҳәа илирбит, дыҩдәылицан дцеит, ахаҵагьы дилымкьысит, ларгьы ихы иақәнамыргеит. Уи хаҵароуп, уи уироуп, уи ԥсыуароуп. Ахәыҷқәа ицышәааӡазар иумамзаргьы шәеилыҵ, нас уара ус иалоу уаалысуа ԥҳәысла лызныҟәара. Уи аԥсуаа аҟны ахаангьы иашоуп ҳәа иԥхьаӡомызт, иахьагьы убас иҟазароуп. Ҳазлацәажәо азҵааразы аԥҳәыс даныршьуа ма лҽанылдыршьуа, ахара зду азакәан аганахь ахьырхәра анрықәымшәо ыҟоуп. Абарҭ ахҭысқәа зыхҟьо зны-зынла аҭынхацәа атәымуаа ақәыӷәӷәара ахьрырҭо ауп. Убри аан ус ақәнагоуп ҳәа зҳәо аҳәсагьы ыҟоуп. В настоящее время я заметил такую вот как бы тенденцию. Наверное, это раньше тоже имело место, но отличается от того, что сейчас происходит. Я имею конкретно в виду то, когда молодые парни берут в жены девушек, которые еще школу не закончили, то есть буквально школьниц. Это в разных районах Абхазии имеет место. И вот они приводят их в свой дом, играют компанию или свадьбу, если у них есть возможности для этого сразу, да? Но через некоторое время внутри этой семьи возникает конфликт. И виновной, как правило, становится девушка, которую взяли со школы, еще фактически как личность, несозревший человек, женщина, но которую привели в семью и сделали женой, и дали ей определенные, так сказать, правила, как ты должна здесь находиться. Но, как я сказал, через короткое время происходит внутрисемейный конфликт, и, как правило, он заканчивается тем, что молодая женщина уже уходит обратно, ее могут принять в ее семье, а могут и не принять в ее семье. И она порою с маленьким ребенком на руках остается одна, абсолютно без какой-либо поддержки. И вот у меня возникает вопрос, какую ответственность берет на себя молодой человек, который берет школьницу в жены себе, какую ответственность на себя берут его родители, когда они допускают это, когда они его не воспитывают правильно в том плане, что так тоже нельзя поступать. А когда конфликт происходит, они не могут на себе нести ответственность.
Это я говорю о том, что я знаю несколько таких случаев. То есть они не заботятся о том, чтобы, если уже это произошло, и молодая женщина бы осталась в этой семье и была бы полноценным членом этой семьи, они все равно относятся к ней как к чужой. И чувствуя это, молодая женщина уходит. То есть абсолютно отсутствует понимание отношений и обязанностей в наше время между мужем и женою. И когда это является основой, к сожалению, то вся последующая жизнь людей, которые остаются в одной семье, она тоже превращается в ад. Потому что нет уважения, во-первых, и нет любви. Ахаца илцра бхюс сылтынхачад галара артадзом, бхюс ахаца данлыкуху инапы аныштихуа айлацра зарица цгумхуа ирыпхьаӡоит. Убри аҟынтә аԥҳәыс ичҳанылҽынрааланы илықәымчуа дицынхоит. Аха зегьы акоуп, мышкызны уи атрагедиахь инанагар алшоит. Аԥсны акырынтә ус еиԥш иҟоу ахҭысқәа ҟалахьеит. Урҭ ауаҩшьрақәа гәымбылџьбарыла инагӡан. Иҟалахьеит аԥҳәыс лхаҭа лхаҵа ишьра анылгәышәуагьы. Это сейчас любой девочке, любой девушке, женщине, я вот столкнувшись с такой ситуацией, я скажу: беги, неважно куда. Найдешь куда, подружки есть, друзья есть, даже если родители не примут, неважно, наладится потом, найдешь себе силы, беги, уходи, не ждать, не сидеть, не терпеть. То, что женщина пришла сюда, это колоссальный шаг для нее, потому что это, наверное, самый трудный, самый сложный прийти и рассказать об этой проблеме, что она у нее есть, то есть признать ее. Зачастую женщины, живя в таких условиях ужасающих, они не осознают того факта, что это не норма. А почему, я вам скажу. Тоже много причин, но одна из них это все-таки, вот знаете, патриархальные такие кавказские ценности, в которых мы живем и не можем их не признавать, но с небольшой, с искривлением таким, что ли, понятия, потому что, да, у нас мужчина в доме глава, это было так всегда, и никто этого понятия вообще не изменяет и не противоречит, но он должен быть защитником. То есть, а когда этот муж выступает в качестве агрессора, в качестве, я скажу даже страшное слово, тирана, убийцы, бывают и такие случаи, вы прекрасно о них знаете, вот тогда задается вопрос, кому нужны эти патриархальные установки и правильно ли они преподносятся обществу? Мы со своими вопросами, со своими проблемами, к сожалению, не можем никуда обращаться. Я до сих пор не могу отойти, мне это очень все сложно вспоминать. По сей день не справляюсь без психолога, это очень сложно. Губить себя и своих детей, конечно же, не стоит. Я спаслась кое-как. Иахьазы аҭаацәараҿы амч ахархәара аҿагыларазы азакәан апроект ыҟоуп, аха ҩнызқьи жәаҩа шықәса раахыс апарламент ашҟа алацәажәаразы инеиртә изыҟамлеит. Аԥсны аҳәса рассоциациаҿы иҟоуп ауадаҩра иақәшәаз аҳәса рыцхырааразы амаҵзура, аха иҟам аԥҳәыс аамҭала акәзаргьы лхы ахьыԥхьалкыша аҭыԥ. Ари аҭагылазаашьаҿы лразҟы лыуацәа рнапы иануп, аха урҭ рымч анақәымхогьы ыҟоуп.